Накануне в Казани отметили день рождения великого певца Федора Шаляпина. На Шаляпинском фестивале в этот день по традиции давали Бориса Годунова. В этой опере Федор Иванович исполнил все басовые партии. Он прославился именно исполнением партии «Царя», который прославил и оперу Мусоргского. Накануне в роли Бориса Годунова в Казани выступил знаменитый русский бас Владимир Моторин. Солистами выступили оперные звезды из Москвы и Украины. Что в Годунове было от Шаляпина и что главное в личности самозванца, узнавала Полина Кострицкая. Эта постановка Михаила Панджавидзе уже 9-й год воплощает народный дух оперы Мусоргского на сцене Татарского театра. Грандиозные эпические декорации и костюмы, хор, перевоплощающийся в народ, и фигура Бориса Годунова, знаковая для Шаляпинского фестиваля. В этой роли Федор Шаляпин обрел мировую славу и прославил саму оперу, исполнив ее на русских сезонах в Париже, а затем певал в Ла Скала, Ковент-Гарден, Метрополитен-опера. Знаменитый и самый востребованный в мире Борис Годунов нашего времени – это Владимир Моторин, солист Большого театра. В его репертуаре 100 ролей. Он поет на лучших оперных сценах в России, США, Англии, Германии. На Шаляпинский фестиваль он в этом году приехал впервые. Для меня большая честь участвовать в Шаляпинском фестивале, потому что Федор Иванович Шаляпин – это недосягаемая вершина для любого артиста, а для баса особенно. Потому что Константин Сергеевич Станиславский, мой учитель, говорил, что я свою систему писал с Федором Ивановичем для того, чтобы другие артисты использовали эту методику. Олег Долгов, солист Московского театра «Новая опера», исполнитель партии «Самозванца», тоже впервые на Шаляпинском фестивале. У «Самозванца» любовные линии, то, что он действительно любит. И когда ему говорят, как же престол, он говорит, ну я же тебя люблю. Какой престол, зачем он мне нужен? Я за это как бы держусь, чтобы хоть что-то такое человеческое, именно вот нет предателя, нет лже-пророка, лже-Дмитрия. Именно в опере «Борис Годунов» на фестивале были задействованы очень многие солисты Татарского театра. Так, партию Пимена накануне исполнил народный артист Татарстана Юрий Борисенко. Кстати, Федор Шаляпин пел и Пимена, и Варлаама. В этой характерной роли накануне выступил солист Большого театра Вячеслав Почапский. 32-й Шаляпинский фестиваль подходит к концу. Завтра на его сцене состоится заключительный спектакль «Турандот». Завершится фестиваль по традиции грандиозными гала-концертами. Полина Кострицкая, Петр Шамбазов, столица.